Министр внутренних дел Вальтер Будба провел выездной отчетно-плановое совещание в отделе внутренних дел по Сухумскому району. О результатах служебной деятельности веренного подразделения доложил начальник РОВД Рустам Бжанин. Уважаемый министр, уважаемый глава администрации, товарищи коллеги, разрешите доложить За прошедший 2022 год личным составом веренного подразделения последовательно наращивались усилия, направленные на повышение качества работы по раскрытию и расследованию преступлений, защите прав и свобод граждан, общественного порядка и безопасности, борьбу с преступностью, а также совершенствование системы профилактики правонарушений. В результате системной работы райоргана на территории Сухумского района зафиксировано снижение количества преступлений общеуголовной направленности с 48 до 40 фактов. При этом раскрываемость таковых за отчетный период повышена до 87,5% против 81,2% за прошедший год. Касаемо тяжких преступлений, то их количество, как отметил начальник РОВД, снижено с 12 до 11 фактов при раскрываемости в 72,2%. В частности, на территории Сухумского района в 2022 году из особо тяжких видов преступлений имели место 3 факта убийства, которые раскрыты. Максимальное количество преступлений совершено в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Сотрудниками уголовного розыска ОВД выявлено 15 таких фактов со 100% раскрываемостью. В результате системной профилактики наблюдается снижение преступлений имущественного характера, а именно краж с 7 до 1, которая раскрыта. Что касается теперь снижения зарегистрированных преступлений, я думаю, мы все понимаем, что у нас очень, не наша вина, но очень мало желающих писать заявление. И в этой связи там, тяжкие преступления укрыть невозможно, а что касается вот этих мелких преступлений, до кражи, там, часть грабежей, надо привлекать людей, чтобы они писали, чтобы мы понимали тенденции, которые в нашем районе происходят. Район у вас такой, сказать, большой и раскинутый вокруг города Сухум, немного специфичный. Нераскрытыми остаются на переходящий период одно разбойное нападение, 1 факт открытого хищения чужого имущества, 1 факт хищения оружия и боеприпасов, а также 1 преступление в сфере незаконного оборота огнестрельного оружия. Данный вид преступлений за отчетный период не претерпел значительных изменений и снижен с 13 до 10 фактов. Теперь, что касается изъятия оружия. Мы из района в район при подведении итогов доводим до личного состава следующие требования. Министрам дана установка личному составу РОВД о необходимости содействовать добропорядочным гражданам в прохождении процедуры регистрации оружия. Согласно учетам лицензионно-разрешительной системы РОВД, в картотеке значится 904 единицы огнестрельного оружия, из которых 724 охотничьего гладкоствольного. Проверки на предмет соответствия условий хранения оружия проводятся систематически. О необходимости усиления работы по розыску лиц, скрывающихся от следствия суда, отметил первый заместитель министра Руслан Ажиба. Докладывая о работе по линии ОУР, начальник райотдела уточнил, что на 1 января текущего года за совершенные различные преступления в розыске находятся 9 человек, задержать которых пока не предоставляется возможным в связи с их отсутствием на территории Абхазии. В целях реализации установок на задержание разыскиваемых лиц по международным каналам Вальтер Будба дал указание о проведении проверки учетных разыскных дел. Каждый год, чтобы проводились ревизии уголовных дел и сверялись они, дублировались с разыскными делами в отношении дел, которые приостановлены за розыск. Чтобы мы из года в год движение уголовных дел видели. В части контроля за незаконным оборотом наркотических средств, а именно распространение таковых, министрам даны указания оперативному составу РОВД координировать действия непосредственно с курирующим блок криминальной милиции первым заместителем министра Русланом Ажиба, впоследствии при необходимости с привлечением специализированных подразделений МВД. Что касается изъятия наркотиков, основной приоритетным направлением для вас, для вашего подразделения, является обнаружение мест посева. Район большой,
основное ваше направление должно быть направлено на установление посевов. По линии ГАИ у вас есть, как вот раньше говорили, золотой пост. Объехать его невозможно. Но тем не менее, работа не надо должного уровня. За отчетный период 2022 года на территории Сухумского района имело место 20 дорожно-транспортных происшествий против 16 в 2021 году. Анализ показывает, что практически все ДТП совершаются в дневное время на 89-95 километрах республиканской трассы в селе Верхняя Шера лицами от 18 до 35 лет. В результате ДТП погиб 1 человек и 39 получили травмы. Основными причинами аварии являются превышение скорости, а также выезд на встречную полосу движения, управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. В результате профмероприятий было выявлено 7920 нарушений правил дорожного движения, что на 2048 фактов больше предыдущего года. Из них 575 управление в нетрезвом состоянии, 951 управление транспортом без водительского удостоверения. 3221 факт пересечения сплошной линии разметки, 1431 нарушение норм тонирования автостекол. Что касается затемненных, и тем более у вас республиканская трасса, все главы ведомств с оперативными подразделениями передали нам список лиц, список автомашин, которым разрешено затемнять. Их небольшое количество. И у них предписание, подписанное мной лично и главой ведомства, которого они представляют. Если мы говорим об оперативных подразделениях, все остальные машины снимают затемнение. Кому положено, у них есть руководители, они уже ко мне обратились с всеми разрешениями. Вам покажут талон без права досмотра и поехали дальше, без конфликтов и так далее. Уважаемый прокурор, водитель там попал. Если прокурор к этому с пониманием отнесся, то с других мы еще больше спросим. Президент себя снял, показал личным примером. Кто у нас может быть выше президента в этой стране? Нету никого. Но, еще раз говорю, уровень не удовлетворяет. Также, оценивая работу госавтоинспекции, райотдела Вальтер Будба дал установку личному составу усилить работу с водителями автотранспорта в части обязательного использования ремней безопасности. Наказывайте за ремни. Поверьте мне, мы же с вами понимаем, из 46 погибших в прошлом году, если бы они были пристегнуты, я думаю, погибших было бы максимум 16. Каждый раз, когда вы останавливаете и спорите, я понимаю, при всем негативе, который в вас выливается, вы должны для себя сделать возможное спас человека. И только вот так к этому надо подходить. Еще раз говорю, поднимайте уровень своей работы. Самый главный результат и оценку нам дадут наш народ. Говоря о службе инспекции по делам несовершеннолетних, Вальтер Будба акцентировал внимание личного состава на проблему в средних школах, связанную с приобщением детей к раннему курению. У нас сейчас пошла тенденция с 7 класса. Начали курить вот эти электронные сигареты. Проблема по всей Абхазии одинаковая. Предлагайте свой план видения решения этих проблем. Будем привлекать родителей. Я понимаю, что родители у нас иногда реагируют, как будто они дети, но тем не менее, это дети всех нас. Чужих детей не бывает. За каждого ребенка надо биться. Это завтрашний день. Это то, что мы хотим оставить своим детям. Одним из важных направлений работы в районе Вальтер Будба обозначил выявление незаконной деятельности по добыче криптовалют. Еще у нас не закончилась так называемая борьба с майнингом. Я порой понимаю, когда вы там имеете информацию, но реализовать немножко не с руки. В силу объективных и субъективных обстоятельств. Давайте информацию нам, мы это будем делать лучше. Сейчас у нас на днях появится и ТРОН с тепловизором.
вы даете информацию, мы ее можем удаленно перепроверять. Обращаясь к присутствующему на совещании представителю Управления службы госбезопасности по городу Сухум и Сухумскому району, министр отметил, насколько эффективна слаженная работа ведомств в данном направлении. Работу по борьбе с криптофермами как качественную оценил глава администрации района Алхаз Читанава, отметив, что без участия силовых структур достигнуть такого результата было бы трудно. Нагрузка на энергосети снижается. В совещании приняла участие прокурор Сухумского района Сима Квициня. Старший советник юстиции отметила положительные итоги взаимодействия органа прокуратуры с отделом внутренних дел и выразила уверенность, что в текущем году работа оперативных служб и следственных подразделений будут еще более результативны. Далее в рабочем порядке министр обсудил вопросы кадрового состава подразделения, ориентировал оперативный состав РОВД на выполнение целевых задач и поставил сроки подготовки к летне-курортному сезону. В целом глава МВД, обозначив все ответственные направления служебной деятельности, оценил работу райотдела удовлетворительно. Также Вальтер Будба, обращаясь к личному составу УВД, уверил коллег, что руководство Министерства внутренних дел принимает важные меры по материально-техническому обеспечению подразделений и поддержит наилучшие инициативы в службе.